На Якутии 24, программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Последние дни объявлена дата закрытия главной ледовой переправы республики Якутск-Нижний Бестях. Оценка сил и средств. В Якутии завершились трехдневные командно-штабные учения по подготовке к паводку. Борьба с коронавирусом. Как идет вакцинация в районах республики? «Моя профессия IT» в столице стартовал городской отборочный этап республиканского конкурса молодых разработчиков. Запасной аэродром с спектаклем под таким названием «Русский театр имени Пушкина» радует жителей очередной премьерой. «Диалог культур» в Петербурге стартовал международный медиафорум. Сюжет из северной столицы. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 38 случаев коронавирусной инфекции, в том числе из них в Якутске 26. 3 случая зарегистрированы в Алданском районе, по 2 в Нерынгринском и Усть-Алданском районах, еще по 1 заболевшему зафиксировали в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Татинском и Тампонском районах. Ну а в Мирнинском районе от коронавируса продолжают лечиться 48 человек. За весь период там ковидом заразились свыше 5000 местных жителей. Активными темпами продолжается вакцинация. Порядка 8000 человек получили первый компонент вакцины. Об этом главе республики Айсену Николаеву доложили сегодня на заседании оперативного штаба. Глава Якутии во время рабочей командировки в Мирнинский район ознакомился с текущей эпидситуацией и оценил темпы вакцинации населения. В Мирнинском районе был обнаружен первый больной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И ровно через год мы первый раз за весь эти прошедшие 12 месяцев проводим такое большое, серьезное мероприятие. И рад вас видеть всех в хорошем здравии, в хорошем здоровье. Сегодня я с утра провел оперативный штаб и очень рад, что в Мирнинском районе уже не выявляются по несколько дней новые больные. Активная вакцинация идет и в Нерынгринском районе. Об эпидобстановке в Южной Якутии сюжет Екатерины Павловой. По информации Роспотребнадзора, эпидобстановка на территории Нерынгринского района относительно благополучная, без превышения уровня заболеваемости по эпидпорогам. Ситуация с коронавирусной инфекцией в районе также стабильная, между тем новые случаи регистрируются. Сегодня необходимо продолжать выполнять комплекс мероприятий и рекомендаций по недопущению распространения инфекции. Работа проводится по открытию, по началу летней оздоровительной кампании. Значит, в этом году заявлено 20 площадок дневного пребывания детей. Из них на 19 площадок уже выполняется работа по проведению экспертиз заявленных учреждений. Один объект у нас еще пока в стадии подачи документов на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы. После того, как будет выполнена экспертиза, будут оформлены разрешительные документы на открытие данных площадок, и работы будут выполняться по графику. В районе продолжается вакцинация по поступившей на прошлой неделе 4-й партии доз вакцин. С начала поступления 1-й партии в районе провакцинировались почти 3000 нерынгринцев. В первую очередь мы провакцинировали медицинских работников. Более 600 человек уже наших работников провакцинировалось. Во вторую очередь идут это работники образовательных организаций, это школы, детские сады, учреждения социальной сферы, особенно с круглосуточным пребыванием детей, и лица старше 60 лет. Желающих очень много. У нас на отсроченном ожидании по вакцинации находилось более 1000 человек. Также по предприятиям имеются списки на 2000 с лишним человек, которые потребуется вакцинация в ближайшее время. Меры предосторожности по недопущению распространения инфекции продолжаются. По новому требованию, вступившему в силу сегодня, 15 апреля, все граждане России, которые возвращаются в страну любым видом транспорта, теперь обязаны в течение 3 дней сдать тест на коронавирус. Ранее такое требование действовало только для тех, кто возвращался на родину самолетом. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР россияне должны соблюдать режим изоляции по месту жительства, пребывания. Екатерина Павлова, Вадим Парашков, Нерюнгри.
Тому, как оказать неотложную помощь пострадавшему, учат алданских школьников. Азы медицины ребята осваивают на уроках, которые для них проводят студенты и преподаватели медицинского колледжа. Занятия приурочены ко Всемирному дню здоровья, который отмечается в апреле. Сюжет Татьяны Вахниной. Как определить отсутствие сознания и в каком случае необходим массаж сердца, как извлечь пищу, попавшую в дыхательные пути, для чего накладывается шина и какие виды ран бывают. Эти темы разбирались на практическом занятии в медицинском колледже. А вместо студентов на уроках присутствовали пятиклассники школы с углубленным изучением отдельных предметов. Мы сегодня показали детям сердечно-легочную реанимацию и выбивание инородного тела. Детям это очень понравилось, это как мы неофициально, мы просто в игровой форме еще проводим. И это дети все довольные, все хотят уже еще что-то посмотреть, и всем очень интересно. Уроки здоровья для школьников проводят студенты и молодые преподаватели медколледжа. Разработки занятий они представят на всероссийский конкурс по оказанию первой медицинской помощи. В этом конкурсе Алданский колледж участвует во второй раз. По словам студентов, преподавательская деятельность им нравится. Мне понравилось, мы вчера тоже рассказывали. Я участвую в данном конкурсе уже второй год, то есть в прошлом году мне также довелось поучаствовать в данном конкурсе и рассказывать детям. Довольно-таки интересно делиться знаниями и опытом. Как и полагается в профессиональных учебных заведениях, практику предварила теория. Пятиклассники, разделившись на группы, решали ситуационные задачи. Ребятам предстояло сориентироваться, как поступать при глубоком порезе, сильном ожоге и удушье. Наставники отметили, что ход рассуждений школьников был верен. Ход крови с помощью ремня, то есть мотать, чтобы меньше крови шло. Уроки здоровья и оказания первой помощи для учащихся средних классов будут проходить в медколледже в течение недели. Преподаватели и педагоги школ отмечают, что освоение азов медицинских премудростей детвору увлекает. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Управтодор Республики сегодня, 15 апреля, закрыл зимнюю автомобильную дорогу Нижний Бестях-Хатасы для всех видов транспорта. Проезд закрыт в связи с повышением температуры наружного воздуха, изменением структуры льда. С 19 по 20 апреля ожидается уже закрытие ледовой переправы по направлению Нижний Бестях и Якутск на федеральной трассе Колыма. Таким образом, на следующей неделе на территориях Мегино-Хангаласского района и города Якутска будут закрыты все ледовые переправы. Сейчас проводятся превентивные мероприятия. Переправа закрыта, акты подписаны. Сейчас засыпаются подъездные пути перед въездом на ледовую переправу. Вот проводится спецтехника, проводит засыпку подъездных путей. В Якутии завершились трехдневные командно-штабные учения по подготовке к паводку. Проверили взаимодействие МЧС с органами управления и силами единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке безопасного пропуска весеннего половодья, а также защиты от природных пожаров. Репортаж нашего корреспондента Алексея Лукьяненко. Все задачи поставлены по вводной. Попрошу соблюдения техники безопасности при выполнении. И, конечно же, оперативность и слаженность действий. Учения проходили в местности Усть-Хатын в пригороде Якутска. К месту условного происшествия был выдвинут пункт подвижного управления и аэромобильной группировки министерств и ведомств, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В целом были отработаны моменты как теоретического, так и практического характера. Чрезвычайные ситуации, наводнения и так далее мы ожидаем по реке Лена и по реке Колыма. Да, поэтому учения сегодня второй этап мы завершили, заслушивали такие улусы, как Ленский, который в 2001 году был полностью затоплен. Мы сегодня послушали готовность сил и средств Среднеколымского района, где постоянно идут заторы. Но в целом оценили, что наши улусы, наши силы и средства Якутской территориальной подсистемы, они готовы к встрече для дохода. Запланированы и проводятся мероприятия именно по готовности к паводкоопасному периоду. Выполнение мероприятий по проведению превентивных мероприятий, по зачернению, по распиловке, по ослаблению прочности льда на затороопасных участках. Такие же мероприятия сегодня у нас проводятся на всей территории, но в частности обращено внимание на Ленский район, Амгинский район, Вилюйский район, где
Мероприятие проводится уже практически. И Среднеколымский район, где паводкоопасный период ожидается сложный в этом году по прогнозу, предварительному прогнозу. Но прогноз еще гидромет, якутский гидромет нам выпустит 16 апреля. Помимо паводковой ситуации, сотрудники лесопожарных формирований и подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России продемонстрировали свой профессионализм в ликвидации условного очага природного пожара. Также было задействовано воздушное судно. В зону ЧС был высажен десант спасателей. В данный момент проходит погрузка сотрудников МЧС, вертолет Ми-8. Далее с этой точки они, значит, будут взлетать, и далее место приземления буквально здесь будет в 100 метрах. Как вы можете видеть, у вертолета, если десантирование, скажем, в пожароопасную ситуацию, оно происходит обычно с парашютами. У него имеется сзади специализированная рампа, в которую уже десантники совершают прыжок с парашютами. Но сегодня они будут совершать не прыжок с парашютом, а по специализированному спусковому устройству. Беспарашютное десантирование позволяет сотрудникам МЧС оперативно оказаться в эпицентре событий. Вертолет зависает на 20-30 метров от земли в зависимости от ситуации, после чего уже проходит высадка. Этот этап был сопряжен у нас с реальными практическими действиями по тушению ландшафтного пожара, что, кстати, в наше время тоже злободневно. Отрабатывалась водная от несанкционированного пала травы. Происходит ландшафтный пожар с распространением на населенный пункт, загоранием жилых домов. Все отработано слаженно. Общую, наверное, оценку учению дадим удовлетворительную, потому что это одна из лучших оценок. И, конечно, к действию по предназначению в целом группировка Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова. Данные учения проводятся ежегодно. Группировка Якутской территориальной подсистемы РСЧС составляет более 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Пунктов временного размещения свыше 250. В целом все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. Органы управления готовы к действиям по предназначению. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Жители Ленска спешат застраховать свое имущество от стихийных бедствий. В этом году прохождение паводка на оленя обещает быть непростым. Взгляды спасателей как республиканского, так и федерального уровня устремлены на Ленский район. Именно оттуда начинается ледоход на оленя в Якутии. Ну а жители Ленска решили застраховать свое имущество. Каким образом? Анна Кожевникова рассказывает. Застраховаться и спать спокойно. К такому мнению пришли многие ленчане. После наводнения 2001 года каждая весна у жителей Ленска проходит в тревоге. Ожидание паводка подобно ожиданию катастроф. В этом году, как сообщают специалисты, ситуация сложная, и за весенним половодьем в Ленске будет пристальный контроль со стороны федеральных и республиканских спасателей. Мы все активно будем прослеживать, и, конечно же, оперативная группа Главного управления МЧС в составе всех подразделений и предприятий приедут заранее. В случае, значит, затора, проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Значит, подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. Поэтому ленчане, особенно те, у кого частные дома, спешат в страховые компании. Анна Иванова уже застраховала квартиру и планирует приобрести страховой продукт на дом, который ее семья построила совсем недавно. Я уже узнавала о стоимости страховки, но вот она пока для меня слишком высокая. Получается, я хотела застраховать свой дом и узнавала, и около 27 тысяч уходит в год страховка дома. Но это, конечно, несопоставимые расходы, если будет такой вот урон. Особенно пересматривая видео, вот как ужасно уплывают дома. Анна нашла страховые компании на интернет-пространстве. Как выяснилось, их коллеги в Ленске не все предоставляют такую услугу. В одной из страховых компаний, в которую мы обратились, рассказали, что сегодня количество желающих приобрести продукт страхования недвижимости, имущества, а также бизнеса именно от стихийных бедствий возросло в разы. Буквально 3 дня назад мы взяли такой риск, как страхование паводка, наводнения. То есть до этого по страховым продуктам «Уверенность дом» данный вид не входил. В страховую компанию обращается очень много клиентов, которые готовы застраховать как свое имущество, имущество в квартирах, бизнес очень много страхуют.
Но чаще всего ленчане приходят с пожеланием застраховать частный дом. При страховании учитывается год постройки, износ дома, наличие капремонта и другие факторы. Из-за этого формируется цена страхового продукта. Но счет клиентов сегодня идет на десятки. Обоснованна ли активность ленчан, покажет время или доход, который ожидается в этом году в привычные сроки – первой декаде мая. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Переходим к другим темам. В результате оперативно-розыскных мероприятий на ЖД вокзале станции Нерингри-Пассажирская сотрудники транспортной полиции Якутии установили и задержали 53-летнего местного жителя, пытавшегося сбыть микровидеокамеру, замаскированную под бытовой предмет и предназначенную для негласного получения акустической и визуальной информации. Установлено, что мужчина приобрел в интернете несколько таких устройств с целью последующего сбыта. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Кроме того, установлено, что задержанный ранее занимался сбытом аналогичной техники. Материалы процессуальной проверки, проведенные сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, были направлены в Тындинский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления. В настоящее время уголовное дело по обвинению жителя города Нерингри в совершении 3 эпизодов преступления по статье 138 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд. Информационная безопасность детей и родителей в сети интернет. Круглый стол под таким названием провели сегодня общественные палаты Республики и России. В обсуждении приняли участие и дистанционные участники. Это представители 20 различных регионов страны, что еще раз показывает всем актуальность этой проблемы. В частности, обсуждения коснулись огромного количества негативного контента, который сегодня существует во всемирной паутине. В первую очередь это различные противоправные материалы, неуправляемый контент в известных видеохостингах, который не только нарушает права детей, но и негативно влияет на их психическое состояние. По итогам обсуждения будет принята резолюция, которая ляжет в основу по совершенствованию деятельности в этом направлении. У нас в Общественной палате Республики Саха-Якутия также прошло мероприятие, посвященное этой тематике. И мы понимаем, что наши дети, современные дети, в большей степени проводят времени именно в сети интернет. И поэтому необходимо развивать, идти, как говорится, в ногу со временем и развивать положительные контенты, которые бы, чтобы дети наши, как говорится, их не увлекали вот эти вот негативные факторы, которые существуют. Так как дети пребывают в цифровой среде, там должны быть альтернативы развития наших детей. В столице региона стартовал городской отборочный этап республиканского конкурса молодых разработчиков под названием «Моя профессия IT». Он проводится в республике уже 6-й раз, и благодаря этому конкурсу в Якутии развивается не только IT-сфера, но и повышается уровень вовлеченности молодежи в образовательную деятельность. Сегодня организаторы мероприятия провели интервью-сессию для экспертов выездных этапов конкурса. Там состоятся обмен мнениями и дальнейшее планирование проведения финального этапа конкурса. Надо сказать, что вообще данное мероприятие, по сути, оно преследует задачу реализации указа Арсения Сергеевича о развитии IT-индустрии в республике, создании IT-центров в ВУЗах. И это мощный конкурс, который охватывает больше 20 муниципалитетов и создает IT-движение в целом в республике. Мы считаем, что IT-таланты есть везде, их надо находить. И вот это одна из систем, которая ищет очень способных ребят с самых разных мест. Ну и, конечно, город Якутск – это концентрация очень активных и грамотных айтишников. В Санкт-Петербурге стартовал международный медиафорум «Диалог культур». Он проходит в стенах Государственного Эрмитажа и является основной площадкой, где собираются представители ведущих СМИ, победители журналистских конкурсов, лучшие редакторы, корреспонденты. О первом дне работы медиафорума из северной столицы передает моя коллега Айсена Бурнашова. Диалог культур стал доброй традицией Санкт-Петербурга и проходит на берегах Невы уже в 15-й раз. В этом году, несмотря на пандемию и закрытые границы, медиафоруму все же удалось собрать участников из 35 стран мира. Кстати, эти цифры идут в унисон с главным девизом форума «Преодолевая ковид и расстояние». Страны Прибалтики, ближнего и дальнего зарубежья, регионы России. Сотни участников приехали в Петербург с одной целью – обсудить, как выстраивать диалог культур в стремительно меняющемся мире. Среди главных тем – роль цифровых медиа и постковидное пространство. Познакомиться с единомышленниками и поделиться своим опытом приехал и журналист из Сербии Владимир Живайнович.
Вы впервые оказались в России? Да, я впервые в России и на этом форуме. Я фотограф-фрилансер и много работал с новостными СМИ. Это и Get Images, и France Press в Белграде. Работал и в BBC в Сербии. Я приехал сюда в качестве участника и в качестве спикера, чтобы рассказать молодым журналистам о том, как стать востребованным фотографом. В течение 4 дней работы форума перед участниками выступят и мэтры отечественной журналистики. Они расскажут о роли медиапространства и современном контенте. Хедлайнер диалога «Культур» Владимир Познер уже направил молодым журналистам свой месседж и напомнил о главной опции четвертой власти. Такая большая ответственность, получается, лежит на всех журналистах, и региональных, и федеральных. Да. Журналистика – это ответственное дело, в том-то и дело. Ответственность. И поэтому, когда мы говорим о свободе, например, то это надо иметь в виду как нечто, связанное с ответственностью. А я думаю, потому что я влияю на людей, когда я это делаю. Уже завтра в главном штабе Эрмитажа откроется фотовыставка о самобытной культуре разных стран. Пройдет фестиваль документальных фильмов. Конференции объединят участников, и в Эрмитажном театре доступны и онлайн-трансляции. Кульминацией диалога культур станут совместные выездные съемки в Псков, Великий Новгород и город Выборг. Такой вот необычный толчок, чтобы развиваться, чтобы совершенствовать себя, чтобы узнавать нового, узнавать другую культуру, знакомиться с различными людьми, которые тебе расскажут, а как у них. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Русский театр имени Пушкина радует жителей Якутска очередной премьерой. Спектакль должен был встретить зрителя еще в прошлом году, если бы не пандемия. Надо сказать, что запасной аэродром станет продолжением темы воздушной трассы Алсип, уже однажды затронутая в легендарном спектакле «Два берега одной победы». Сюжет Надежды Саханской. Запасной аэродром возвращает зрителя в грозные 40-е годы прошлого столетия. Постановка о любви, жизни и настоящем подвиге трогает до глубины души своей жестокой правдивостью. И при этом, по словам режиссера-постановщика, спектакль не столько о строительстве аэродрома, сколько о женских судьбах. Написано под героев. Но, с другой стороны, все-таки это же история, женская история. И все-таки главные героини этого спектакля – женщины. Поэтому весь женский состав, актрисы русского театра, они все играют в этом спектакле. И у каждой своя судьба, своя роль, своя любовь, свои мечты. Вот. Ну и главный герой, он, я думаю, что подходит для этого. Главный герой, в принципе, я сам определил, Березовского. Репетиции, читки, примерки – все это обыденно для актеров перед премьерой. Гораздо сложнее бывает настроиться на роль и выделить для себя те моменты, которые помогут отличить себя от персонажа или же, напротив, найти что-то общее со своим героем. Копаюсь в себе и ищу ту строгость, ту аккуратность, ту его черствость, жесткость, злобу. Ну, коллеги скажут, что я добрый человек, и мне роль тяжело дается. Ну, как говорится, в каждом злодее ищи доброе, и надеюсь, что результат будет хороший. Новая пьеса творческого дуэта Борисов-Федоров расскажет зрителям Русского театра о строительстве аэродромов с заключенными Колымской, Чукотской и Якутской части ГУЛАГа. Находясь в тяжелейших условиях, заключенные делали все для победы в Великой Отечественной войне. Любовь и ненависть, вера и предательство, высокие и низменные человеческие качества – все это квинтэссенция нового спектакля, который можно будет увидеть в драматическом театре имени Пушкина уже 16 апреля. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Корреспонденты и редакторы Якутии-24 ежедневно следят за развитием событий. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.